Слово предоставляется председателю комитета по межнациональным отношениям Общественного совета горисполкома Симферополя Топалову Айдеру Байрамовичу. Selam aleyküm saygılı cemaat. Mümkün olsa 3-5 dakika vaktinizi alsam, mümkün de olsa Rus diline de bırakıp versin çünkü deginde aramızda bunda var, bilesi var, biraz çıkaran anlamaz aytkan lafını. Bu teşkilat, Совет при президенте, довольно-таки такая структура, которая, как Виктор Безалиев сказал, что действительно это рекомендательный, совещательный орган, который будет оказывать содействие во всех наших проблемах обустройства, то есть крымских татар. Самый такой сложный момент, я всегда говорил и буду говорить до тех пор, пока у крымских татар не будут проблемы социально-бытового характера, проживающих на своих садовых участках. Я немножко краткую информацию дам. В 80-х годах выделялся земельные участки для ведения садоводства, но многие наши соотечественники по мере своей финансовой возможности обустраивались в этих регионах. На сегодняшний день сложилась социально-бытовая проблема жителей, живущих на дачных массивах в автономной республике Крым из числа крымских татар. Социально-бытовая проблема. Раз. Медицинское обслуживание. Два. Невыделение финансовых средств из Роскомнадзора для обустройства. Три. Перечень проблем очень больших. И второй момент. Я бы хотел просто Совету представителей при администрации президента дать свое такое вот наставление, чтобы, наверное, должен прийти ужасный конец, и чем идти вот по этому бесконечному ужасу крымских татар, живущих на своих садовых дачных участках. Первый момент – без прописки, без социального обеспечения, без медицинского учреждения и так далее. Смертность откуда появляется, нам уже об этом говорили. Следующий момент. Вопрос обустройства. В 2009 году, я бы хотел, чтобы Совет представителей тоже принял во внимание эту ситуацию, потому что мы всегда говорим, надо идти законным путем или каким-либо таким моментом, чтобы нас поняли и услышали. В 2009 году родилась общественная организация Всекрымская Улу-Узень. Может быть, кто-то слышит, может, кто-то знает. В 2009 году было обращение во все виды инстанций государственной власти о выделении земельных участков депортированным с этого села Генеральского. Но, к большому сожалению, круг подсчета это 3-4 год идет по нашим обращениям возвращение к родным очагам. Но, к большому сожалению, мы обращались, начиная от Банкова 11 и до Малореченского сельского совета. Вот эти два вопроса, которые меня сегодня тревожат меня и мой народ, который проживает и ждут, какую-то надежду имеет на Совет представителей, который, я надеюсь, будет оказывать нам всем содействие более в более, наверное, таком масштабе, чтобы мы могли надеяться на них, и чтобы при обращении к ним по нашим социально-бытовым проблемам у них двери всегда были открыты. Все, спасибо.